Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Лара Володина и новости спасения. Несмотря на проблемы и чинимые препятствия, у нас получилось вывести 4 спасенышей. Это щенки, которых мы не показывали, не успеваем показывать всех, кого спасаем. Малышей выбросили на мороз еще месяц-полтора назад. Они жили на якутской передержке и ждали вылет. Один отправился к другому куратору, а второй прилетел к нам на мое кураторство. Друзья, мы очень ищем передержку этим щенкам, хотя бы одному, которого приняла девушка всего на 4 дня, потому что потом она уезжает и не может больше передерживать. За 4 дня мы должны найти передержку. Пожалуйста, откликнитесь кто-нибудь, кто может взять хотя бы на месяц или насколько получится. Пожалуйста, очень вас прошу. Просто негде больше щенку. У меня патовая ситуация. Прилетевших щенков хотя бы одного, ну совсем негде передерживать. Приняла девушка только на время праздничные, выходные, на 4 дня. Через 4 дня, ну, негде его будет передерживать. Ну, хотя бы временно. Кто может, передержите, пожалуйста. Вот этот беленький щеночек с пятнышками, зовут ее Кнопа. Весит она всего-то 6,5 килограмм. Еля, Еля, Елюшка, 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 Елюшка. Дай лапочку мне. Дай лапочку скорее, 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 скорее. Прилетела Елечка, о которой мы рассказывали в прошлом ролике, чудом спасенной. У нее папиллома во рту, нужно везти в клинику, обследовать или прижигать, или принимать какие-то препараты. Очень красивая, сообразительная, приветливая девчушка. Да, вот какие мы дети. Вот мы какие дети. Вот. В тесноте да не в обиде. Вот мы какие дети. Сладкие дети. Вот она какая. Вот все с улицы. Все с улицы, все с улицы. Вот такая вот худушечка к нам приехала. Ты худушечка, да? Ты худушечка. Вон она какая худенькая. Тут вот косточки торчат. Не бойся. Тут косточки прям торчат у нее, да? О, бородавочка. Бородавочка у тебя на рту. Так, мы вышли погулять. У нас тут солнышко, скажи. Будем красоту показывать. Да, какая ты красивая у нас. Вот она какая. Как волк по окрасу. Красивая девочка у нас. Пойдем на солнышко с тобой выйдем. Вот как. Здорово, скажи. Да? И ты красота какая. Вот она какая красивая девочка. Умничка наша. Друзья, малышку самоедика или а-ля самоедика спасли случайно и быстро. Видя, что никто не берет, поехали, забрали у той самой женщины, что не бросила плачущего, скулящего от холода ребенка. Щенулька была излишне спокойна, как отмороженная, не бегала, не прыгала, не радовалась, что вызвало у меня обеспокоенность.
Пошли к доктору, сдали анализы, ждем результат. Девчушка вся в колтунах, неухоженная. Если оказалась на улице недавно, то вопрос, где она жила, кто и почему за ней не ухаживал. Плод разведенцев? Думаю, так и есть. И если не продали неухоженный товар, значит выкинули. Ну что ж, все понятно. Будем работать и приводить в божеский вид. Вы знаете, из каких условий мы спасаем. Там может быть что угодно. И травма от пинка, и заболевание от холода и голода, все что угодно. Девчушке имя пока не придумали, но слегка расчесав, она стала похожа на пушистого ежика. Может, назовем ее Ежа? И еще попытки ее расчесать даже профессиональным средством не увенчались успехом. Видимо, без грумера нам не обойтись. Внутри, под ее пушком, очень-очень много колтунов, которых надо расчесывать профессионально, иначе ей больно. Поэтому думаю, что мы должны посетить грумера с этой малышкой. Робину провели обследование, и опять основательное. Как же не повезло парню, однажды сломавшему ногу в Якутске. А может, пнул кто-нибудь. И теперь такие последствия. Сросшаяся внахлёст кость. Удаление осколка кости год назад помогло, но не навсегда. 31. Рентгеновский кабинет. Как его зовут, щенок? Сейчас контраст введем. Переведи на это. Это сейчас без контраста. Соответственно, у него где-то свищи вот на этом уровне. Сейчас введем контраст, посмотрим, есть ли ходы, откуда оно течет. Будет понятно. То есть сустав это или все-таки отсюда. Поочередно, там три, в общем-то, место три свища. Сначала в один, другой в третий. Вот он в наркозе. В седации. Будем делать контраст. Закрыл, я туда залил, в общем-то, контраст. Закрыл. Сейчас мы поменяем, где поразлили. Тут все, а то это дает тени на снимке. Так, ну вот что мы видим на снимке без контраста. Никаких теней нету. Есть вопрос к этому суставу. Ну, но речь все-таки не о нем. Ну и где-то тут вот свищи эти чуть видны. Тут уже с контрастом. Это на пеленке отразилось как раз артефакты. То есть вот где мы заливали, и оно пошло сюда. Есть каналы вот эти вот. Вот он, канал он виден. Мышка хорошо видно? Да, вот канал идет. Раз, один, второй. Все эти свищи соединяются. И дальше вот они в один канал. То есть тут немножко под давлением. Канал все тот же есть. Это турунты наши поокрасились, потому что их позабил. И вот куда, в общем-то, натекло. Вот в это вот место. Сейчас я еще давление создам. Посмотрим. То есть вот, значит, отсюда
соединяется она, эта полость. Сейчас еще сделаем несколько снимков. Ну, контраст влили в одну, он вытек с одной стороны, со второй. Вот видно, так что возьмем место, да, свища, потом идут канал. Он сюда уходит. И, соответственно, сюда. Все, они соединяются между собой. Рекомендовано пока лечение линкомицином и дипроспаном, чтобы убрать воспаление и инфекцию. А также ему рекомендовано тепло. Нужна теплая передержка. А он сейчас в вольере. Никаких сложных процедур. Просто, чтобы жил в тепле. Может, кто готов помочь? Хотя бы на период морозов, на период зимы. Откликнитесь, пожалуйста, напишите. Друзья, у нас ежедневные оплаты. То дорога, то клиника, то корм. В данный момент у меня 2 собаки снова привезены в клинику. Это Перса и Мия. И снова обследование, и снова оплата. Пожалуйста, помните о спасенных якутятах. Помогайте им, пожалуйста.